Для кого-то огородничество лишь модное эко-хобби, а для семьи Евлоевых это залог выживания. Одну часть собранного урожая продают, а другую себе на зиму. В этом году они успешно посадили и поставили на продажу клубнику. Здесь около 40 соток земли, но отец семейства вместе с женой занимается лишь 18. Времени на другой им двоим попросту не хватает. Супруги трудоголики. Они работают не на количество, а на качество, поэтому могут похвастаться разнообразием выращиваемых культур. Малина, смородина, персики, тыквы, огурцы, помидоры и не только. Ханифа умудряется и работать поваром в школе, и присматривать за хозяйством. Женщина признается, что у нее не всегда все получается. У нас в этом году урожай хорошо будет. Единственное, морковка у меня очень плохо. Почему? 2-3 раза я ее посадила, она вообще не выросла у меня. Я не стала ее сажать обратно. Это только в этом году? Да, в этом году. А так, в прошлом году, вот 2-3 года нормально было, в этом году очень плохо. Вот если помидоры у меня что-то не растет, и мне что-то надо поливать их, я смотрю интернет, и там все же есть. Если у Ханифы не так много опыта в сфере огородничества, то супруг, напротив, занимается домашним хозяйством уже 27 лет. С тех пор, как приобрел свой земельный участок. Вместе они составляют отличный тандем – трудолюбие жены и любознательность Мусы. Так что дело приносит не только прибыль с продаж, но и положительные эмоции. Главное – иметь желание. Рано утром встаем по холодку. Так, выходим в огород, до 8 часов работаем. После 8 идем чай пить. И день у нас проходит прекрасно. Еще одна участница регионального конкурса – Айшат Джамурзиева. Участок у женщины сравнительно небольшой – 15 соток. Свое хобби никому не доверяет, поэтому хозяйством занимается одна. 40 кур, 3 коровы и большое разнообразие сельскохозяйственных культур. Женщина постоянно в движении. Сейчас в огороде собирает картошку. Даю губу, осажду, хитох, тугир. Молхаштох, чапелькист. Тут же на месте участников конкурса оценивает местная администрация. Смотрит, соответствуют ли действительности данные, которые предъявляют конкурсанты. С этим у Айшат проблем не возникло. Оказалось, она даже забыла добавить некоторые позиции. Картофель, допустим, да, 250 килограмм прошлый год урожай, да? Да. В этом году примерно какой рассчитывают урожай? 500 В 2 раза больше, да? да? Да. А овощные культуры, их на самом деле очень большое разнообразие. Здесь вот мы наблюдаем, мы сейчас их будем расписывать, потому что у нас оценки чана зависит и от количества сортов. Чем больше количество сортов, тем больше баллов. Первый этап конкурса «Лучшее подсобное хозяйство» стартовал 1 июля. Всего в Сунжинском районе 19 заявок на участие. Мы проведем заседание нашей комиссии. Уже по результатам анализа, проведенного нами, сегодня мы добавляем, еще дополнительно проверяем подтверждение тех цифр, которые у нас по заявке, по анкете. Потом мы будем на месте уже оценивать, там есть специальная методика. Продлится первый этап до начала августа, так что у желающих есть время обратиться в местную администрацию и подать заявку на участие в региональном конкурсе. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.